Первый раз, когда я хотела приготовить губадью, я открыла книгу Татархалық ашлары, Юнус Ахмадянов, да? И там написано, что рецепт там. Берите килограмм риса, там, да, начинка, там столько муки, там, да, и я все это приготовила, я же не знаю, я же первый раз же это все делаю. Потом мы целую неделю рис ели. Исәнмесез, кадрлы достар! Здравствуйте! Это кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Внимание! Сегодня с нами готовит популярная татарская певица, автор, исполнитель, актриса и ведущая Нурзада. Привет, Нурзада! Исәнмесез! Всем привет! И не с пустыми руками нәрсәләр был. Что такое? Расскажи. Специально для тебя, Куштяныч, Шейоши. Я с Арского района сама. У нас, когда просто тесто даже немножко остается, всегда готовят вот этот к чаю. Нурзада – певица, композитор, телеведущая. Родилась в селе Шура Арского района Республики Татарстан. Окончила факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического института. С детства выступает на сцене, исполняет эстрадные и народные песни. Сама автор более 50 песен. Певица выпустила 6 альбомов. Является лауреатом национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» и музыкальной премии «Манзара». Нурзада, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить губадью. Губадья – это самые мои фирменные блюда. Да, фирменные блюда. Я с детства люблю готовить. Вот представляешь, вот когда это самая, оказывается, первая выпечка, которую я испекла в детстве. Я сама очень люблю губадью. Я ем только губадью, кроме этого никаких мучных выпечек. То есть на завтрак у тебя губадья, на обед губадья, нет, когда гости только приходят, губадья. Ну, у меня фирменные губадья. Посмотрим мы сегодня твой фирменный рецепт. Так, ну и, конечно, тесто в губаде самое главное. Расскажи, пожалуйста, из чего? Тесто я вот достала из холодильника, потому что тесто надо готовить заранее с вечера. Расскажи в двух словах, как готовим тесто? Надо брать обычные дрожжи, не сухой, а вот обычные дрожжи такие, прессованные, пачку. Потом стакан сахара смешиваем, да, получается, и чайная ложка соли. Потом в отдельной посуде одно яйцо. Потом, вот я всегда беру вот такой вот шикор, у нас как-то так принято, теплого молока. Это такая мерная у тебя чашка? Да, мерная такая чашка. Потом пачка сливочного масла, размещенного сливочного масла и 4 стакана муки. И вот первую и вторую мы смешиваем вместе. Потом ставим это в холодильник с вечера. То есть на ночь тесто оставляем? Да, на ночь оставляем тесто. Еще самое главное, надо обязательно только все это делать только с деревянной ложкой. Вот он секрет древний. Деревянная ложка есть, тесто у нас постояло всю ночь. Берем и бисмилляйтап начинаем готовить губадью по фирменному рецепту. Хорошо, Нурзада, расскажи, пожалуйста, какие еще фирменные блюда у тебя есть и кто тебя учил готовить? Ой, знаешь, у меня мама очень хорошо готовила. У нее обычно у нее выпечки всегда хорошо получались. Она там пироги все время делала, там, да. Но самое интересное я еще не рассказала. Первый раз, когда я хотела приготовить губадью, я открыла книгу Татархалық ашлары, Юнус Ахмадянов, да. И там написано, что рецепт там. Берите килограмм риса, там, да, начинка, там столько муки, там, да, и я все это приготовила, я же не знаю, я же первый раз же это все делаю, потом мы целую неделю рис ели. Ну хорошо, кроме губади, что ты готовишь? Манты люблю, пельмени люблю, много чего люблю. Все традиционное. Все традиционное. Ну и самое главное, Нурзада, я знаю, обязательно любит петь песни, когда готовит. Я правильно спросил? Да. Какой? Есть у тебя вообще любимая песня? У меня много любимых песен, я очень хорошо знаю татарские народные песни, во-первых. И вот есть же «Жырлар китабы», такая большая книга «Жырлар китабы». Я могу от начала до конца спеть. То есть ты все песни наизусть знаешь? Практически знаю. Там, может быть, например, может быть 500 песен, там может 50, я только не знаю. Вот видите, друзья, какая память. Да. Ну, давай, какую сейчас исполнишь? Меня мама потому что научила. Меня мама всю жизнь работала в Доме культуры. То есть я, как себя помню, я выросла на сцене, можно сказать. У меня даже первые аудиозаписи 3-летнего возраста. То есть в 3 годика ты уже пела на сцене? Да. Вот это талант. Даже букву «Р» не выговаривала еще. голодым, yeşil şirem, bılı balası koşa. Meni sağınısam, oyga qorim, oyna da bulut basa.
Mine sağınısam oyga koyarım oyunu da bulut basa. Спасибо. Спасибо. И тесто сразу получается пышным, вкусным. Да, да. Мы тут, так. Значит, надо разделить на две части. Крышечка. Да, крышечка. И основание. Руслан, я пою, ты просто так стоишь. Давай помогай. Я же жду, я же всегда готов помогать. Давай, ты будешь делать начинку, я пока займусь тестом, ты давай делай начинку. Нужна посуда большая. Так, вот, пожалуйста. Так, о, вот хорошо. Так, значит, рис, изюм у нас есть, да? Яйца. Вот смотри, ты берешь вот это яйцо сюда, и вот так вот вилкой надо раздавить. Вот видите, вот они, давай, два яйца сделаем. Вот они, секреты приготовления губади от Нурзады Рахмет. Нурзада, ты уже сказал, что у тебя мама работала в ДК. Вот давай с самого детства нам расскажи, пожалуйста, твое первое появление на сцене и поддержала ли вообще мама твои старания вокальные? Она режиссер, сама по образованию, народный, ну как бы у нас всегда театр был, я с ними постоянно гастролировала, суфлером была с ними. С детства, естественно, я пою, танцую, но у меня самая главная мечта была стать танцовщицей. Но получилось так, что мама говорит, ну это в молодости только интересно, надо получить какую-то серьезную профессию. И получилось так, что я пошла в институт, педагогический институт, факультет иностранных языков. Я закончила французский и английский языки. Нурзада, вот по секрету скажи, вообще английский, французский пригодились тебе? На этих языках, например, поешь ты или разговариваешь до сих пор? Я, во-первых, преподавала в школе. Это раз, да, работала немножко, стаж, да, был такой стаж. Ну, а сейчас, как бы, я пою на концертах на французском. У меня всегда на французском есть одна песня в репертуаре. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats d'ouvert pourraient peut-être pour nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. Les heures qu'on peut faire à trop s'aimer. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Ну, Нурзада, кстати, я заметил, вот впервые вижу, обычно, когда готовят губадью, все кладут слоями. Слой риса, слой изюма, слой отварных яиц. А у тебя все у нас вместе. Вот так. В чем секрет? Я не знаю. У нас в нашем районе делают вот так. И вообще хочу сказать, знаешь, что у нас не делают бәлеш с картошкой. У нас всегда делают с рисом. Бәлеш с рисом? Да. С мясом и с рисом? С мясом и с рисом. Вот да. так вот. Я узнала то, что есть такой бәлеш с картошкой, когда приехала учиться сюда в институт. Закончила институт английский, французский, работала преподавателем. Как обратно к сцене потянул? Или ты никогда с ней не прощалась? Никогда не прощалась, потому что всегда, потом уже я, больше уже начала петь, я записала первую песню, и я в это время уже начала работать в группе Искандар Бектагирова. Искандар Абу Бектагиров, я с ним 2 года гастролировала. Первая песня, ты же автор-исполнитель, когда написала? Сколько лет было? Нет, это я, когда уже сама начала петь. Уже, да? Когда уже сама начала петь. Но ты же пишешь не только себе, и другим исполнителям. Да, теперь уже и другим исполнителям. Я тесно работала с поэтом Рустем Закон. Когда я ему показала свои песни, то есть на его стихи, он мне говорит: давай, надо отдать другим артистам, почему ты такая прям жадная, обязательно. И то он практически меня заставил. Ну, кто из известных вокалистов? У нас есть дуэт с Эльсафом, Ильнар Ялалов, Дили Нигматуллина, Винарис. Все самые концерт был, там человек 15, наверное, выступили у меня на твоем сольном концерте. Первое отделение сольный концерт, там мои песни, программа была, а второе отделение я сама вела и пели наши известные артисты мои песни.
Вот так вот весело бывает на концертах Нурзады. Так, начинка у нас готова. Молодец. Что делаем дальше? Так, надо вот масло есть, там растопить надо. Масло у нас есть. Так, давай растопим масло. Да. Так. Сейчас я пока буду... Нурзада, я думаю, тебе тоже будет приятно исполнить вот свою первую авторскую песню. Давай вспомним ее, хотя бы кусочек. Опа, корлар ява, eküngleme minim yawa mınar. Qarday saflık kışın canı birirmen. Sen bulmasan mine kimsin ağlar. Опять про любовь. Все песни про любовь. Так, сейчас я буду... Основа губади у нас готова. Да, и у нас начинка уже практически готова, да? Молодец, ты молодец, хороший помощник. Знаешь, снизу вот самый первый слой получается корт. Это я тоже. Ну, это классика уже. Нурзада, напомни, пожалуйста, нашим зрителям, в каких конкурсах принимала участие, фестивалях, какие были места, мест было первых много. Ну, честно говоря, я не очень люблю говорить про это, потому что многие даже вообще не знают, даже у меня, кто со мной работает, то, что я самый первый конкурс, фестиваль Татарстан Яшляре, это Жевдат Гильманов организовал, такой интересный был фестиваль, конкурс был. А потом, значит, я ездила в Башкирию, Дуслыкмана, в Чувашию, Урмайман, и я еще была лауреатом самодеятельных композиторов Барлау. Раньше был такой вот фестиваль, такой был конкурс там. Ну, потом я уже стала лауреатом музыкальной премии «Булгар». И вот 2 года подряд лауреат музыкальной премии, музыкально-спортивной премии «Манзара». Поздравляем! Спасибо! Корт чем больше, тем вкуснее получается. Да. И масло тоже чем больше, как да. Майки брак был. Так, дальше у нас идет начинка. Сам что ли хочешь? Конечно. Так, ты будешь давай равнять ложкой, я тебе буду накладывать. Нурзада, расскажи, пожалуйста, вот о своих хобби, увлечениях, ведь у тебя очень интересные хобби. Танцуешь, я знаю. Да. Ты очень любишь шить. Да, вышивать, шить. Расскажи. Я прям как кот Матроскин, что ли, кто там? Что я еще люблю делать? Я читать люблю. Я очень люблю читать книги. Какие? И на татарском, и на русском. Исторические люблю. Исторические? Да, исторические люблю. То есть, если хотите сделать приятный подарок Нурзаде, для меня самый главный подарок, самый лучший подарок — книга. И далее у нас идет масло. Так, подожди, давай аккуратненько. Давай я сама. Тут надо вот что. 14 ложек написано. 14 ложек, да. Все-таки есть секрет рецепта. Я никому не говорю. То есть ни больше, ни меньше, да? Ну и отдельно хочется спросить, как коллегу по телевидению. Расскажи, пожалуйста, вот как попал на телевидение? Меня пригласили, у нас канал Майдан, они меня пригласили вести передачу «Ешлигим Шишмаляре». О чем программа? Скажи, пожалуйста. Программа о творчестве наших известных людей. То есть там не только артисты, там и поэты-песенники, которые связаны с искусством. Там и писатели, и танцоры я взяла. То есть все так же, как к нам приходят, только мы еще и готовим все в это время? Да, мы не готовим, мы там не готовили, мы просто рассказывали про начало вот, творческого пути. Да, творческого пути. То есть вот как все это начиналось, но ничего такого не было про личную жизнь. Как мне Хамдулина сказала, наконец-то. Хоть одна программа, да, одна программа про личную жизнь не спрашивает. Да. Так, Нурзада, очень красиво у тебя получается. Ну ладно. Что-то я еще могу помочь? Чем? Да, присыпку нам надо будет сверху сделать, да, поэтому... Присыпочку? Из чего? Масло, сливочное масло, сахар нам нужен. Так, сахар вот. Так, и мука. Мука есть. Ну, это классическая такая посыпка. Да. Нурзада, по поводу интервью, у тебя есть какая-то нелюбимая тема? Или нет? Про личную жизнь не люблю. То есть то же самое, да? То есть про творчество могу разговаривать часами, да.
потому что, ну, могу рассказать про наши концерты, интересные случаи. Вот, кстати, интересные случаи на концертах. Вот нет кто-нибудь что-нибудь вспомнит? Есть у тебя? О, полно. Была у меня программа «Хиндустан хикметлери», индийские приключения. Мне специально привезли костюмы из Индии, там, да, очень такой костюмированный, такая концертная программа. Там сюжет такой: тракторист, ну, такая деревенская такая, это по пьесе Гафура Каюмова «Хинд кызы». Жарко, в клубе жарко. И Альфия Хабибуллина, она ведущая, она тоже играет трактористку, а там надо сарис, ну, вот этот сарис же делать сверху, и вот так вот туда конец. Мы булавкой только прикрепили, она говорит: жарко, я сниму брюки. Я говорю: не снимай, все равно тебе надо будет выходить, да? Там буквально через несколько минут, у них там диалог только идет. Давай, не жалей, побольше. Она в итоге снимает брюки? Она снимает брюки, вот это вот мы закалываем, значит, булавками там. Она выходит на сцену, значит, у них идет диалог, я уже переоделась, около сцены уже стою. У них вот такая вот движение вот есть, да. Она делает вот такое движение, и булавка отлетает, и она стоит в нижнем белье. Народ упал. Естественно, я тут стою. Я все думаю, что это так по сценарию. Нет, еле-еле закололи, короче. Ну тут уже все уже смеются, да. Я выхожу к ним. Естественно, я не могу уже. Зал вообще уже лежит там уже. Они прям... Потом, знаешь, они уходят. Мне надо петь 4 песни. Это конец программы. Я еле-еле спела 2 песни, потому что я не могу смотреть на зрителей. Я на них смотрю и начинаю тоже смеяться. Ну и на следующих концертах все так и оставили. Переаншлаг. Руслан, у нас практически все готово. Можем отправить нашу красивую габадию по фирменному рецепту Нурзаде. На 40 минут отправляем в духовочку, дорогие друзья. Ну а для вас небольшая рекламная пауза на канале ТНВ, после которой мы приготовим еще одно вкусное блюдо. Губадия. Для начинки вареный рис смешали с изюмом и измельченными яйцами. Заранее приготовленное тесто разделили на 2 неравные части. Большую раскатали и выложили на смазанную растительным маслом сковороду. На тесто первым слоем выложили корт, затем подготовленную начинку. Сверху все полили растопленным сливочным маслом, накрыли вторым раскатанным пластом теста и защипали края. Подготовленную губадию посыпали сладкой крошкой и поставили в разогретую духовку на 1 час. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня в веселой компании вместе с очаровательной певицей Нурзадой Салям. Еще раз привет. В духовке у нас губадия. По фирменному рецепту твоему? Да. Но ты обещала еще одно блюдо. Салат. Очень легкий салат. Есть ли название у этого салата? Знаешь, Руслан, давай назовем «Восточная красавица». Интригующий? Да. Итак, салат «Восточная красавица». Готовит красавица и Восток. Да-да-да. Так, с чего начнем? Нам нужен ананас. Так. Давай сюда. Я буду резать маленькими кусочками. Ананас консервированный. Да. Сыр, чеснок. Это чеснок будет есть. Через терку. Сейчас ты этим займешься. Короче. Так, сыр через терку. Да. Хорошо. Да. И потом выдавливаешь туда. Туда добавляем чеснок. Ну что, приступаем готовить салат «Восточной красавицы». Да, все, давай. Ну а Нурзада рассказывает о своих успехах на сцене, рассказывает о своих успехах на телевидении. Что интересного в 2019 году, Нурзада? Рассказывай. В 2019 году записываю новые песни. Вот сейчас как раз идет у нас подготовка к съемке нового клипа. Я обычно всегда делаю концерт, как говорят, Ага, цыплят по осени считают, да? Я обычно делаю концерт только в конце осени, практически в ноябре. У меня уже зрители привыкли. Вот такие планы, Руслан. Нурзада, ну вот мы сегодня много что интересного о тебе узнали. А вот, например, работа в кино, актрисы. Очень хочу сниматься в кино. Был ли опыт такой? Да. Такого опыта не было. Единственный опыт, можно сказать, я написала музыку, песню, саундтрек. Фильм «Биркурушу Биргумер». Ильфат Камалиев снимал этот фильм. То есть специально на этот фильм ты написал саундтрек? Да, они меня попросили. И вот такой еще опыт осенью в театре Кореева была премьера у Чечега «Огненный цветок». И опять-таки у нас режиссер Ильфат Камалиев, он мне попросил: давай, говорит, для спектакля напиши нам песни. Очень красивый потер сыр. Добавил чесночок, аромат чесночка. Майонез. Но самое главное, хватил ли тут чеснока? Да, нет, я думаю, достаточно. Едим майонез? Да, наверное, ждем. Еще? Давай еще немножко. Чем больше майонеза,
Что? Чем тем больше лучше любой салат. Да, хочешь приготовить вкусный салат, просто добавь туда майонез, и все будет готово. Слушай, что мы будем дальше делать? Смотри. То есть сейчас самое интересное начинается в нашем салате. Самое интересное. Давай выкладывать будем салат, листья салата, и пусть у нас будет красиво, хорошо. Самый нижний слой – это вот у нас ананас. Мы выкладываем ананас. А что я буду делать? Ты будешь смотреть, что ли? Я думаю, что приправить песней красивой. Давай, еще одну песню нужно. Что? Какую песню ты спеть мне? Я даже не знаю, какую тебе песню спеть. Вот что у тебя душа? О, хочешь на марийском спою? Опять эксклюзив, Дуслар, опять эксклюзив. Конечно, с удовольствием послушаем. Лиза, Лиза, тингирак, верам буза, кумдарак, межелек-то муралташ, гармон почешь, тавалташ. Поняла? Понял? Понял? Ну, я знаю, что песня хорошая, да? По-марийски, по-французски, по-татарски. Хочешь, я спою эту песню? Сандуғаш кунған тоқтаға, қанатқаға кетерге, эх, дусларым, саубулығыз, көрішірбіз ертеге. Ну, если слово «сандуғаш» есть, значит, песня хорошая. Да, однозначно. У нас в татарской песне обязательно должна быть песня, слово «сандуғаш». Теперь выкладываем второй слой. Так. Какой-то слой у нас будет еще? Да, у нас еще будет сверху виноград. Виноградинку надо резать пополам. Пополам? Да. Так, хорошо. Все. Итак, последний слой у нас. Да. Вот так вот надо, вот так вот украшать надо, да. И красиво украшаем мы все виноградом. Стопроцентная восточная красавица получается у нас. Однозначно. Ну и заключительный вопрос. Вот ты у нас и автор-исполнитель, поешь, танцуешь, читаешь книги. Какая-то мечта у тебя есть, которая не осуществилась? Кем бы ты хотела работать, может быть, например? Я хочу выучить турецкий. Я очень люблю турецкие фильмы. Ага. Я прям вот фанатка. В жизни не смотрела сериалов, а тут вот подсела, можно сказать так, да? Вот. Хочу съездить в Италию. Интересные мечты. Хочу выучить турецкий, съездить в Италию. Ну, конечно. Ну, французский, английский я знаю, я думаю, я там не пропаду. Но итальянский, и петь на мишарском. Все. Вот они мечты Нурзады, дорогие друзья. Да, кстати, на мишарском тоже можно. Вот такая красота у нас получается. Салат «Восточная красавица» готов. Все. Ну а сейчас остается только открыть духовку, принести на стол габадию и попробовать оба наших блюда. Салат «Восточная красавица». Консервированные ананасы нарезали на мелкие кусочки. Сыр натерли на терке, выдавили чеснок, добавили майонез и перемешали. Черный виноград нарезали на половинки. На плоскую тарелку выложили ананасы. Затем выложили слой сыра с майонезом. Вверх украсили половинками винограда. Нурзада, посмотри, пожалуйста, какая красота у нас получилась. Да, вот она, та самая губадья по твоему фирменному рецепту и салат «Восточная красавица». Нет, там... Настолько вкусное и сочное сочетание сыра, ананасов и винограда. Друзья, это неповторимый вкус, который вы обязательно должны сами испытать. Чеснока. Попробуйте. Чесночок – это уже отдельно. Поэтому салат мы обязательно, конечно, доедим. Ну а сейчас габадия, который можно запить невкусным татарским чаем. Или с катыком. Ну а я предпочитаю катык. Вот я все-таки можно по-деревенски кулблян. Вот, конечно, как хочешь. Посмотрите. Сразу видно, что у нас габадия настоящая, деревенская получилась. Ну как тебе? Моя габадия. Здесь должны быть аплодисменты. Нурзада, все-таки мне кажется, да, во-первых, габадия получилась сочная. И масло, кстати, вот 14 ложек все-таки не больше, не меньше. С половиной. Да, столько, сколько нужно. Но мне кажется, главный секрет габадии по твоему рецепту – это все-таки тесто. Поэтому габадия получилась у тебя на славу. Аллаха шакир бейзур рахмет. Спасибо большое. Нурзада, на этом наше шоу подошло к концу. Сингар бейзур рахмет. Блюда получились чудесными, песни веселыми. Поэтому до новых встреч. Спасибо за приглашение на эту передачу. Я была рада участвовать в сегодняшней программе. Вот, поделиться секретами своего фирменного блюда. Спасибо большое. Секретами своей творческой жизни. Да. Ну а сейчас по традиции, вокальной традиции наших гостей, песня.
Хәлләрне белеп торасың, синен бит җаның түзми. Туган җанны уңган булган ул безнең жизнь честный. Хәлләрне белеп торасың, синен бит җаның түзми. Туган җанны уңган булган ул безнең жизнь честный. Это программа «Секреты татарской кухни» на канале ТНВ. Карагыз безнең дуслар каждую неделю. Пока-пока, сау булыгыз. Спасибо всем. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок. Файдалы